Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическая программа «События недели». И я, журналист Белла Кварчия. 18 февраля Центр избиркома Абхазии зарегистрировал 9 кандидатов в депутаты парламента. В общей сложности уже зарегистрировано 133 кандидата в депутаты. Процесс регистрации кандидатов в депутаты завершится 2 марта. Парламентские выборы состоятся 12 марта. В Галском районе задержан гражданин Грузии Дато Церцвадзе за незаконное пересечение госграницы Республики Абхазия. У задержанного при себе находилось охотничье ружье ИЖ-27 и 23 патрона к нему. После задержания Церцвадзе был доставлен в Галский районный отдел службы государственной безопасности Абхазии. Возбуждено уголовное дело по незаконному переходу государственной границы. В отношении подозреваемого принята мера пресечения, подписка о невыезде. Церцвадзе находится в доме у родственников в Галском районе. Все последнее время главной новостью в стране оставалась тема снегопада. По поручению президента был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. В СМИ республики активно освещали деятельность коммунальных служб и госпредприятий, которые отвечали за расчистку дорог от заторов, обеспечивали население электричеством, также рассказывали о сложностях с транспортом и других проблемах. В четверг, 16 февраля, акценты сменились. Произошло это после сообщения об отмене коллегии Верховного суда Абхазии приговора Верховного суда по делу о похищении и убийстве бизнесмена Сергея Климантовича и его подруги Оксаны Скоредновой. Это событие мы обсудим с нашим гостем в студии через несколько минут. А сейчас о других значимых новостях недели. Президент Рауль Хаджимба вручил государственные премии имени Дмитрия Гулия в области литературы, искусства и архитектуры. Премии удостоились поэт Вахтанг Абхазов за сборник стихотворений «Зым Цахуейку», певица, народная артистка Абхазии Людмила Гумба, кинорежиссер, народный артист Абхазии Вячеслав Облотья за дубляж мультипликационных и художественных фильмов. Премии имени Гулия также удостоились Владимир Зантария за сборник стихотворений «Бзанцы» и Даур Начкебия за роман «Берег ночи». В Пицунде новый исполняющий обязанности главы администрации. Президент Рауль Хаджимба подписал указ о назначении на этот пост Виталия Хутова. Ранее исполняющим обязанности главы администрации Пицунды являлся Беслан Дбар. Образована Государственная инспекция труда. Это структурное подразделение Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии возглавил Олег Габеев. Основные задачи новой структуры – обеспечение государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. В Сухумской республиканской больнице прошло отчетное собрание по итогам работы за 2016 год. В мероприятии приняли участие вице-президент Абхазии Виталий Габня и министр здравоохранения Анзор Гоов. Главные врачи всех отделений больницы отчитались о проделанной работе и высказали ряд пожеланий. Национальный банк Абхазии начал выплачивать стипендии студентам экономического факультета АГУ. Стипендию будут получать отличники учебы, достигшие выдающихся успехов в научных исследованиях в области экономики, которые обучаются на втором и последующих курсах очной формы обучения в Абхазском государственном университете. Количество стипендий не ограничено. Диспансеризация населения, перспективы строительства многопрофильного медицинского центра, обязательное медицинское страхование на территории республики. Эти вопросы обсуждались на рабочей встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба с министром здравоохранения Анзором Гоовым. Речь, в частности, шла о том, что необходимо создать общую базу данных граждан, которые получают медпомощь по обязательному медицинскому страхованию, а также проработать вопросы сопровождения лечения по медстраховке. Конкурс по созданию рассказов для детей на абхазском языке запускает Детский фонд ООН и Министерство образования и науки Абхазии. По его условиям на конкурс могут быть представлены рассказы объемом до 15 страниц на абхазском, русском или любом другом языке. Автору необходимо указать возрастную категорию целевой аудитории. Рассказы, написанные не на абхазском языке, будут переведены при публикации. Конкурс Алашарбага будет проходить до 15 марта. Итоги конкурса подведут в марте. Назначен новый руководитель РУП «Абхазская железная дорога». Им стал Алхаз Вартагава. 14 февраля коллектив управления познакомился с новым руководителем, которого представил начальник управления транспортом Абхазии Рабистан Габлия. Алхаз Вартагава сменил на этом посту Гурама Губаза, который на протяжении многих лет руководил управлением.
В Красную книгу Абхазии войдет около 400 видов растений, включая все эндемики. Государственный комитет по экологии и охране природы уже несколько лет ведет работу по созданию подобного издания. В связи с этим образована комиссия по разработке Красной книги со специалистами учреждений Академии наук Абхазии. На этой неделе в Абхазию проник северо-западный циклон, что вызвало сильные снегопады. В связи с ухудшением погодных условий был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии под руководством премьер-министра Беслана Барцыц. Из-за погодных условий в школах Абхазии были отменены занятия вплоть до 20 февраля. Все аварийные службы Черноморэнерго, предприятия Абхазавтодор, а также коммунальные управления городов республики были приведены в повышенную готовность. По прогнозам синоптиков, похолодание должно быть краткосрочным, и уже к началу новой недели станет теплее. Мы познакомили вас с наиболее значимыми событиями последних дней. А сейчас к главной теме нашей программы. На этой неделе общественность страны всколыхнула новость об отмене приговора Верховного суда в отношении лиц, совершивших убийство россиян Сергея Климантовича и Оксаны Скаредновой. Оценку данному решению коллегии в контексте работы всей правоохранительной системы Абхазии даст гость нашей студии, экс-генеральный прокурор Республики Абхазия Алексей Ломия. Здравствуйте, Алексей Кумфович. Добрый день. Алексей Кумфович, 16 февраля стало известно, что приговор Верховного суда за похищение и убийство российского бизнесмена Сергея Климантовича и его подруги Оксаны Скаредновой, который предусматривал для подсудимых различные сроки заключения, был отменен. Такое решение приняла кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии. В тот момент наша съемочная группа тоже находилась в зале суда, и мы предлагаем вашему вниманию посмотреть сюжет, который подготовила Нисфа Аршба из зала суда. Пожалуйста. Дело по убийству Климантовича ушло на новое рассмотрение. Такое решение приняла кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии. Приговор Верховного суда за похищение и убийство российского бизнесмена Сергея Климантовича и его помощницы Оксаны Скаредновой, предусматривавшей осужденным различные сроки лишения свободы в колонии строгого режима, отменен. Коллегия Верховного суда в составе председательствующего Тимура Тарба и судьи Оксаны Пили и Генри Гамисони, у которых за спиной неполный год деятельности в Верховном суде, направили дело на новое рассмотрение. Меру пресечения подсудимым оставили прежней, заключение под стражей, и продлили срок содержания на 3 месяца. 16 февраля 2017 года кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия на основании части 2 статьи 338 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия была оглашена вводная и резолютивная часть определения, согласно которому был отменен приговор судебной коллегии Верховного суда Республики Абхазия от 28 октября 2016 года, а данное уголовное дело было направлено на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию. Полное мотивированное решение суда должно быть изготовлено в течение 10 рабочих дней со дня оглашения данного определения. Позиция государственного обвинителя в суде первой инстанции, кассационной инстанции, была обвинительной и связана с заключением под стражу к длительным тюремным срокам лиц, совершивших данное преступление. На сегодняшний день отсутствует техническая возможность внести в Президиум Верховного суда Республики Абхазия надзорное представление на определение кассационной коллегии от 16 февраля 2017 года, так как нам неизвестны основания, по которым был отменен приговор. Эта чудовищная история произошла в 2012 году и повергла без преувеличения всех жителей страны в шок. Генеральный директор компании «Эл Петролиум Абхазия» Сергей Климантович и его помощница Оксана Скареднова пропали в сентябре. Год спустя их тела были обнаружены на дне колодца в селе Адзюбжа с помощью показаний 2 подозреваемых, сотрудничавших со следствием. Позже следствие установит, что зверское убийство было спланировано заранее. Согласно обвинительному заключению, заказчиком преступления являлся депутат парламента Нодик Вициня. 25 томов дела, более 1800 страниц Генеральная прокуратура Абхазии направила в суд. За 1,5 года следствия провели более 30 различных судебных экспертиз. Санкции предъявленных обвинений суровы. Пожизненное заключение. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает пересмотр указанного решения в порядке надзора. То есть, если прокурор либо сторона потерпевших обжалует определение в Президиум Верховного суда Республики Абхазия. Необдуманные и неоснованные
основанные на законе решения по таким резонансным делам, как убийство российского предпринимателя в Абхазии, наносят непоправимый вред репутации не только судебной власти, но и в целом абхазскому государству, которое находится на этапе своего становления. Нисфа Аршбель, Эльдар Дамиров, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Алексей Кумфович, мы сейчас с вами посмотрели сюжет. Нисфа попыталась разобраться в предыстории этого дела, как развивались события. Но вы имеете непосредственное отношение, имели в тот момент, по крайней мере, к событиям, о которых говорится. И я хотела бы узнать, на самом ли деле была очень крепкая, сильная доказательная база под этим делом? Очень сложно судить, какие были аргументы, не имея само решение в руках, да, не прочитав те аргументы, которые были задействованы. В самом репортаже достаточно обстоятельно и конкретно и подробно расписаны обстоятельства дела. Видно, какая проделана огромная работа, какое количество экспертиз, какая рутина была проведена и оперативниками, и следственниками. И я думаю, что когда мы направляли дело в суд, мы взвешивали все моменты и предусматривали все нюансы. Аргументированность наших доводов была подтверждена приговором, который вынесла первая инстанция. Но на что-то такое решение должно же было опираться? Ну, естественно, у нас были неопровержимые доказательства вины этих людей. Мы же понимаем, что саму резонансность этого дела, какие фигуранты в этом деле. И мы каждую запятую просчитывали. Я же говорю, в этом деле были задействованы самые масштабные люди в прокуратуре. Ну а что тогда, вы думаете, могло послужить причиной отмены приговора? Хорошо, что на сегодняшний день у нас уже обозначена пропозиция Генеральной прокуратуры, которая намерена протестовать это решение. И я думаю, что как раз тот момент, когда просто надо набраться терпения. Вот. Единственное, что здесь хотел бы добавить, что сейчас теперь дело за аналитиками, умами в прокуратуре и у адвокатов, а общественности просто надо высказать свое мнение на этот счет. Особенно в преддверии предстоящих нам выборов в парламент. У нас тут более 130 кандидатов. Многие из них позиционируют себя юристами. Пусть выскажут свое мнение. Это же очень интересно услышать позицию человека, который идет в высший законодательный орган. Как он относится к этому делу и к такому повороту событий. Как вы оцениваете работу судебной системы вообще, в частности, применительно к этому делу, учитывая и первый приговор, и его отмену? Давать какую-то конкретную оценку я бы не взялся, но просто могу сказать о некоторых проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Мне довелось там по роду деятельности работать и в таможне долгое время, и в милиции, и в прокуратуре. Изнутри знаю, с какими проблемами сталкиваются наши правоохранители. Раз вы спросили именно о суде, то как можно опустить такой момент, что фактически наши судьи на сегодняшний день не защищены? Да, это люди, которые принимают решения и ставят точку в судьбе человека. И очень часто это бывают очень суровые приговоры, как именно в этом деле. Вы представляете, какая может быть реакция со стороны родственников, друзей? А на сегодняшний день судья, он предоставлен, получается так, что сам себе. И вот на свой страх и риск он должен принимать вот такие судьбоносные решения. Я думаю, что это огромный минус нашей системы, и нужно обязательно каким-то образом предусмотреть систему защиты судьи, да, его личную неприкосновенность. Она-то в законе прописана. Но, к сожалению, могу сказать, что закон законом, но как это происходит в жизни, это совершенно немножко другая ситуация. И иногда наша система дает сбой из-за того, что присутствует разобщенность между органами. Очень часто я сталкивался с тем, с каким-то непонятным духом соревновательности. Кто лучше, кто хуже. И вот в этом духе соревновательности мы забываем, что конечный результат может быть достигнут только в слаженной работе. Да? Мы не должны ставить друг другу подножки. Ну как может работать милиция без аналитической работы прокуратуры? Или как может работать
прокуратура без оперативной работы милиции и так далее. Да? То есть, к сожалению, я наблюдал эти моменты, старался искоренять это, проводили координационные совещания, где пытались друг друга убедить, что если мы будем идти врозь, то мы никогда ничего не достигнем. Что победа будет над преступностью только в том случае, если мы все будем смотреть в одну сторону и действовать сообща. Когда вот было назначение нового министра внутренних дел, ныне действующего, да, я даже в социальных сетях написал пост, что я ему желаю преодолеть эту разобщенность. Не все остальное, да, то есть ни удачи, ни успехов, я ему в первую очередь пожелал именно этого. Потому что я знаю, что сам лично я с этим столкнулся, и, может быть, те проблемы в нашей деятельности, которые были, они были так или иначе последствием вот этой разобщенности. Еще как один фактор, который я хотел бы, к сожалению, у нас отсутствует преемственность поколений. Более опытные сотрудники боятся остаться, вот такое мое убеждение, что они боятся остаться за бортом и не передают в достаточном объеме свои знания следующим поколениям. То есть, чтобы они были всегда востребованы, понимаете? То есть, я очень часто это наблюдал, да, когда работает многоопытный сотрудник, а рядом с ним молодой. И если даже какие-то знания он ему дает, то он дает их не в том объеме, в котором хотелось бы. То есть с уходом этого человека система опять испытывает сбои и происходит. Естественно, да. И поэтому вот, как бы вот этот многоопытный сотрудник, он создает над собой ореол незаменимости. На самом деле так не должно быть. Мы все должны понимать, что рано или поздно время берет свое, и нужно давать дорогу молодым. А оставлять молодых один на один с преступностью, не имея достаточных знаний, это большой риск. Поэтому так называемым старикам, себя туда причисляем, нужно работать с молодежью и помогать им разобраться в этой ситуации. Потому что то, что пишут в учебниках, одно, то, что тебе говорят преподаватели, это второе, а практика это совершенно иная ситуация. Тем более, когда мы имеем дело с работой в Абхазии. То есть у нас совершенно иные подходы должны быть. Здесь наш менталитет, наша клановость, это приводит к каким-то вообще необъяснимым вещам. Вообще необъяснимым. То есть наши коллеги, которые работают в нормальных тепличных условиях, будем так говорить, в других странах, они даже не представляют, с каким ворохом проблем сталкиваемся мы. То есть для них это вообще дико, да, что вообще могут такие вопросы возникнуть, да, что, например, я приду на работу, и у меня под окнами стоит 50 человек, и требует прийти, там, чтобы я их принял, выслушал, и всегда аргументы у них такие, что их родственник незаконно находится под стражей и так далее, и так далее. То есть это моменты, которые в других государствах вообще даже просто не обсуждаются. Их просто не подпустят. А мы живем в Абхазии. Я вынужден отрываться от своей работы, выслушивать этих людей, выслушивать их доводы. Вот. И чаще всего они, естественно, родственник, для него, я больше чем уверен, что сегодня все, кто в Дранской тюрьме находится, они убеждены, что они сидят там незаконно. Жизнь-то по-другому все расставляет. Клановость, незащищенность, непреемственность. В чем еще вы видите тонкие места правоохранительной системы? Сложно создать не просто защищенность как личности, да, социальную защищенность. Да, то есть мы должны создать правоохранителям комфортную жизнь. Он не должен думать о том, что у него в доме находится, там есть чем кормить детей или нет. Если на какой-то другой работе, вот это люди должны понимать, то ты можешь оторваться от этой работы и заняться еще чем-нибудь, да, чтобы прокормить семью, то работа в правоохранительной системе, она не дает такой возможности. Там график такой, что ты можешь сутками находиться на работе и оторваться и переключиться куда, у тебя просто нет. Поэтому мы должны его обеспечить комфортной зарплатой. Наш бюджет, к сожалению, это пока не позволяет
Вот нужно развивать это государство, чтобы было поступление налогов, и чтобы правоохранители предоставить им такие зарплаты, которые будут достойны. И, соответственно, с появлением вот такого спектра зарплат у нас будет возможность и выбирать среди претендентов на работу. Мы можем проводить и конкурсы, и уже бывает, к сожалению, так, что мы вынуждены брать любого, кто просто пожелает. И слишком часто это сито слишком большое, и просачиваются люди, которые вообще далеки от правоохранительной системы. И с какими целями и задачами они туда попадают, выясняется только потом. И у нас начинаются какие-то серьезные сбои, предательства и так далее. Там. Система пропуска человека, допустим, из обычных там городских судей, да, в суды Верховного суда. Как проверяет парламент людей, которые туда проходят? Ну, в парламенте есть комитет, который специально занимается вот этим. Они, когда кандидатуру представляют на рассмотрение, они изучают его биографию, его трудовой стаж, его показатели, они все так или иначе есть у любого человека. То есть это продуманная система? Да, конечно, да. Сперва человек проходит через комитет, где также комитет решает, представить его кандидатуру на утверждение парламента или нет. Ну и дальше уже, когда уже доходит до самого утверждения, парламент рассматривает кандидатуру, кто-то из этого комитета озвучивает, потом представитель президента также зачитывает биографию, и депутаты уже исходя из этого принимают решение. Конечно, есть здесь сложные моменты, да, вот за вот такой короткий промежуток времени, небольшой объем информации, который ты получаешь о человеке, сделать для себя какой-то вывод, что достоин он быть членом Верховного суда или нет. Вот. Ну, здесь приходится нам ориентироваться на жизнь, да, вот мы не такая большая Абхазия, что можно понять, кто есть кто. То есть мы все друг друга практически знаем. И вот вероятно, что депутаты ориентируются вот именно на такие моменты и принимают решения. Скажите, вот отмена приговора Верховного суда, вы считаете, здесь был вот такой сбой, или может быть это и не сбой, но заключается ли проблема в той же незащищенности судей? Давайте почитаем, все-таки услышим, да, это, я думаю, это не за горами, 10 рабочих дней, и мы, я думаю, нам предоставят возможность услышать. Хорошо, мы услышали правильную, с моей точки зрения, позицию Генеральной прокуратуры, они однозначно намерены опротестовать, вот, а там уже состоится наверняка президиум, который уже решит, правы они были или нет. Вы говорили о координации различных направлений, вот таможня, суда, прокуратуры. Говорили о том, что есть проблемы, есть какой-то дух соперничества, да? Вообще, как бы, от чего это зависит? От каких-то личных пристрастий или это все-таки как бы исторически сложившийся факт? И не только у нас в стране. Здесь большую роль играет правильно выстроенная вертикаль власти в том числе. Если генеральный прокурор неправильно, будем так говорить мягко, да, относится к своим служебным обязанностям, то для этого существует самое высшее должностное лицо, у которого есть советники, помощники, которые вовремя должны ему указать на это. И, соответственно, он должен, пользуясь своими необъемными полномочиями, да, указать, что вот здесь вы действуете правильно, вот здесь вы действуете неправильно. На моей практике очень много раз было, да, когда нас вызывали, всех, да, правоохранителей, на ковер, устраивали нам разнос. Вот. Но я еще раз говорю, здесь очень важно сам подход. Да, вот, то есть нужно вовремя и адекватно реагировать на любой сбой. И надо очень серьезно отнестись к тому, какие личности именно занимают эти высшие должности. Какие у них взаимоотношения, тоже немаловажно. Понимаете, здесь мы же живем, еще раз повторюсь, в Абхазии. И кто на сегодняшний день там председатель службы безопасности, кто министр внутренних дел, кто генеральный прокурор. К сожалению, конкретно от этих руководителей тоже очень много зависит. И в данном случае надо понять, да, вот как вот эти люди будут
работать вместе. Может быть, иногда нужно, чтобы они были там как кошка и собака, предположим. Но в итоге мы же говорили об этом, что результат положительный будет только тогда, когда они работают слаженно, когда у них нет никаких личных проблем. И опять же, вот это уже зависит от масштабности этих личностей. Да? Если они какие-то свои меркантильные, каких-то своих скелетов будут вытаскивать из шкафов, и пользоваться этим, будучи в должности, то это ни к чему хорошему не приведет. Надо исходить из того, что это слишком большая блажь, да, заниматься какими-то своими личными проблемами, занимая какую-то большую государственную должность. Ты не имеешь на это права просто. Какие действия необходимы, чтобы систему правоохранительную как-то привести в порядок, чтобы не было сбоев в ней? Что вы видите? Именно главный, может быть, метод, способ, если какие-то детали убирать? Я считаю, да, один из главных показателей состоятельности правоохранительной системы – это уровень доверия населения. Вот просто возьмите, поручите какой-нибудь службе провести опрос населения, доверяешь ли ты, там, условно говоря, прокуратуре, милиции, да, анонимно проведите опрос. Боюсь озвучить, да, но у нас уровень доверия он будет где-нибудь в районе 20-25%. Это ужасные цифры. Это ужасные цифры. И вот над этим надо работать и закреплять. И, все должны понять, что без... Вот, часто слышу такое мнение, зачем они нам вообще нужны? Да, просто на 1-2 дня закрыть, да, эти структуры. Какой коллапс начнется, они даже не представляют себе. И потом они первые прибегут и будут просить обратное. Это должна быть дорога с двухсторонним движением. Да? То есть и правоохранители должны поднимать свой уровень везде и во всем. Это и в знаниях, и в опыте, и порядочности. Ну и встречное движение должно быть от населения. Многие наши преступления так и остаются нераскрытыми, да, потому что мы не можем достучаться. Люди не хотят давать свидетельские показания. Люди вообще не воспринимают за какой-то позор, считают обратиться. Вот. Даже те преступления, предположим, которые зарегистрированы, мы не можем их раскрывать. Или, например, мы знаем, что преступление совершено, люди не обращаются. Вот здесь вот начинаются вот эти вот моменты, когда и те, и другие вот противоречат друг другу. Я бы хотела все-таки, чтобы вы такое небольшое резюме вынесли по поводу вообще всей этой ситуации вокруг отмены приговора и всего о том, что мы говорили. Будем думать, что все-таки аргументы, которые были собраны следствием, правильные, что доказательства собраны в достаточном объеме, что нет там таких доказательств, которые... По крайней мере, мы не слышали об этом, чтобы какие-то доказательства были признаны недопустимыми. Значит, весь тот объем вины, который был возложен на этих людей, он должен найти свое отражение в новом решении суда. Будем оптимистами, будем ждать, что это именно так и произойдет. Спасибо. Спасибо за беседу. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, в нашей программе принимал участие экс-генеральный прокурор Абхазии Алексей Ломя, который рассказал о проблемах правоохранительной системы республики в свете отмены приговора Верховного суда по делу об убийстве Сергея Климантовича и Оксаны Скаредновой. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго и хороших событий.